Не знаю, как это все будет снимать, но это мало того, что почти ночью. На кепке у меня эта камера. Что получится, то получится. Лишнее повыкидываем. Вот. Посмотрим, как там что будет выглядеть. Ой, бля. Опа. Сегодня 7 октября 2024 года. Езда на велосипеде по парку Артасалла. Посмотрим. Купил я себе велосипед в этом году. И наконец я понял, что говорил в мультике Простоквашино почтальон Печкин. Я его понимаю. Он говорил, что вот почему я был злой. Да потому что у меня велосипеда не было. Так что приобретайте велосипеды в любом возрасте. Это так бодрит. Все, я погнал тогда. Сейчас, где находится этот парк, сориентирую тех людей, которые жили на Дражном или были в этих местах. Потому что если кто не жил на Дражном, может не знать этого всего. Раньше были здесь котлованы Пролетарский, бассейн. Что там еще было? Холодный, глубокий. Может, что забыл еще? Котлованы, короче. Потом драга прошла второй раз, и от этих котлованов ничего не осталось. То есть котлованы остались, но они стали другие совершенно. И от этих названий вообще ничего не осталось. То есть не стало у нас ни холодного, ни пролетарского, ни глубокого там, ну и так далее. Вот эти, кто еще помнит какие штуки. То есть все стало по-другому. И названия, по-моему, вот этих вот всех котлованов, которые здесь находятся, честно говоря, я не знаю. Может, молодежь их как-то и называет, но не слышал я этого. Это примерно то же самое, что люди, которые уезжают из Алдана в надежде на более теплый климат, выясняется, что люди там абсолютно другие. Они даже не другие, они просто чужие. Так и котлованы. Вроде бы они и есть, но они уже не те, которые были. Цепь слетела, блин. Теперь благодаря велосипеду у меня прогресс налицо. То есть присутствует одышка, когда я еду на велосипеде. А раньше была одышка, когда просто сидишь дома в кресле. Просто так велосипед купить оказывается весьма сложно. Основываясь на свои впечатления детства и так далее. Потому что раньше был просто велосипед. Все там, ну там школьник, подростковый, там взрослый. А сейчас их такое количество, что просто без нормального знающего человека никак не обойтись. Для покупки велосипеда я даже не созревал. Я просто решил как-то, надо купить. Действительно, что мне надо? Надо велосипед. Хотя один знакомый сказал, а какой ты велосипед хочешь купить? Я говорю, обычный велосипед с педалями, чтобы ездить на нем и крутить педали. А он мне говорит, а зачем крутить педали, когда есть велосипеды с электромоторчиком? Что когда устанут ноги крутить педали,
можно ехать спокойно на электромоторчике. А я ему говорю, что если я куплю велосипед с электромоторчиком, то я уже не буду крутить педали. Вообще партер. Офигеть. Круто как. А здесь тренажеры, блин. Тренажерчики уличные. Уличные тренажерчики. Красота. Альтернатива этим смартфонам, телефонам, андроидам всяким разным и так далее. А это извилистая дорожка для скейтов. Ну, некоторые на самокатах тут пытаются ездить. У меня внучка тут на велосипеде пытается тоже по этим дорожкам поездить. Сейчас у нас в Алдане стало скучновато, потому что дороги асфальтированные, без ямок, без канавок. Поэтому молодежи хочется чего-то экстремального. Поэтому специально для них сделали эти извилистые дорожки. Для алданцев этот парк стал любимым местом для времяпровождения. Красота, свежий воздух, озера, асфальтированная дорожка. Даже там концерты какие-то проходят, там типа барды поют вообще. Нормально так, очень замечательно. Примерно та же самая картина, как в Благовещенске на набережной прогуляться. Здесь тоже полгорода гуляет. Это еще место не только прогулки, но и общения. Потому что здесь можно увидеть людей, которых не видел 1000 лет. Гуляют все и вся. А если человек незнакомый, то когда проходишь второй круг или проезжаешь на велосипеде или еще что-то, то обязан уже кивнуть. На 3-м круге уже здороваешься. На 4-м круге уже друзья. На 5-м круге уже родственники. Алдан есть Алдан. Спокойствие, тишина, красота. Романтичного вечера. Чтоб все было пучком, торчком. Спасибо. Ну вот, это были совершенно незнакомые люди. Но теперь они уже знакомые. Вот с чего начались эти видосики у меня. Моя одноклассница, Русинова Галя, она сейчас живет в Молдавии, и она попросила года 4 назад поснимать маленького улицу Алдана. Но я маленько поснимал, закинул в Одноклассники и в YouTube, потому что алданских же много. Ну и назвал, долго не заморачиваясь, улица Алдана. В итоге друзья детства, которые уехали давно еще из Алдана, увидели этот канал там. А вот и Артасала. Короче, за это время существования канала, вот 5-й год идет, да, уже нашли друг друга больше 60 человек, это точно, может еще больше. Но я как понял, что самое основное в этих видосиках это комментарии. Потому что благодаря комментариям люди находят друг друга. Кто уехал в одну сторону, потом другой уехал в другую сторону, потерялись где-то что-то. Вот. У меня почти все одноклассники нашлись. Вот благодаря всему этому это я счастлив вообще. Поэтому в некоторых коротких видео или еще что я специально делаю какую-нибудь ошибку. Не так называю улицу или дом. И благодаря этому начинают комментировать. А когда комментируют, находят друг друга. Поэтому, когда я делаю видео, и там ни одного нету комментария, это примерно получается, что пошел на рыбалку и сидишь, пытаешься что-нибудь выловить там в проруби, к примеру. Потом кто-нибудь подходит и говорит: а ты знаешь, а здесь-то рыбы нет. Здесь вообще стадион. Короче, решил я тут ничего не обрезать примерно. Есть у меня еще одна часть, продолжение вот этого видео. Там уже по ходу пьесы тоже поболтаем, я думаю.
Вот второй мостик Артасалы. Здесь маленько неосвещенное место, поэтому надо фару включить, чтобы не уехать куда-нибудь в Артасалу. Ну вот, круг заканчивается, так что всем удачи. Во, блин, гопники. Фу, показалось. Вы круг уже пробежали? Ну я там катался, по этих снимал. Да мы не пошли.